Хайырлы Ерте Республика программы удышында митә студияла Мәскәү кунактары Заман Төркеме, Радмир Мөфтәхин, Елена Мөфтәхин, Айдар Хәмзин, Ислам Илембәдов, Ришат Рахимов һәм Александр Попов. Хайырлы Ерте барыгызга достар. Хайырлы Ерте. Хөрмәтле тамашачылар, без Дора эфирда эшләйбез. Кунактарыбызга үдегезнең һораударыгызды ла yetkерә алаһыгыз. 295-92-72 телефон хандары һезнең карамакта һәм 927-304-5005 WhatsApp хандары. Тапшырудың багысы Диңгез даруханаһы сәламәт туклануыдагы Өфе калаһы Яңа күпер, ягъни Новомостовая урамындагы 8нче йортта урнашкан даруханаларга был шундай препараттар әлбәттә әллә нисә төрле аруга дава булган лимифарында эшләнгән һәм диңгез кесәһенең һаулык нигезе безнең программа туры эфир дәвам итә. Әгәр дә һораударыгыз һәм тәкъдимнәрегез бар икән Мәскәү кунактарына, әлбәттә шалтыратыгыз. Кызлар, егетләр, бына әйдәгез тотышнан башлыйк. Әйдәгез безгә җырлап ишеттерегез. Җырлайсызмы, бейегез, мәйдәгез. Шуннан әңгәмәне дәвам итәрбез. Күңелдә асып алайык та кәефтәрне күтәреп. Әйдәгез. Берәү. Нет. У нас здесь есть дирижер. Хорошо, әйдәгез. Кем дирижер? Да, конечно. Дирижер. Әйдә. Айдар. Рахмет. Кызлар, егетләр, давно в нашей студии так весело не пело. Вот мы даже не сможем вам вопрос задать, потому что звонят наши зрители. Зрители звонят? Да, давайте послушаем вопрос. Һәммәгә хәерле иртә, тыңлайбыз һездән. Алло, шамысығыз балақайдарым, Ғалимян ұлым, Рейля қызым, күнді сіздің ішігізге қуанып, матур етіп тапшырулар апарғаныңызды қуарап, Бүйза ұлынан Разия апайғыз шалтырата. Ішігізді оңыштар, шындай зор байрам білән құттайым бүтәгізілі. Мына Заман Төркеміне әйтәм, шулай матур етіп башқұрт көйлерін таратып йөргәндәрендә ішігізге бүтәгізгелі гаиләгезгә уңыштар, ишегездә уңыштар теләп, сәлам әйтеп калам сезгә. Зур рәхмәт. Бөтә сау булыгыз. Рахмет. Вот звонят вот наши зрители, добрые и верные, и говорят вам
Громадное спасибо. Очень приятно. Прям Взаимно. После таких слов плакать неохота вам. очень охота. Я прям чуть не разбил. На самом деле, это лучшее, что можно услышать с утра, по-моему. Да, Тем более от взрослых людей, от Да. поющих, конечно. Которые знают музыку. у которых Да, сформирован неважно, вкус. которые ее чувствуют. А давайте поговорим сначала о вашей группе. Как она возникла и что вас объединяет, и почему вы исполняете именно на башкирском языке и башкирские композиции? Ну что, Да, давай. Руководитель. давайте, да, я расскажу. Конечно же, нас объединяет Башкортостан. По-моему, по нам это видно, да, и слышно. Вот, это башкирская музыка, это наш родной Башкортостан. То есть мы объединились, Москва стала для нас городом, который нас объединила. Там, в Москве, нам, конечно же, не хватало нашей родной музыки, которую здесь мы получали, слава богу, много. И получая уже профессиональное образование, кто в консерватории, кто в академии, мы просто решили сделать что-то вот на, ну вот по-своему, как-нибудь на таком уровне, на котором бы нам было приятно это играть. А на вашем сайте, вот я видела, написано, что девиз группы «Традиции, предательство». Что это значит? А вы дальше дочитали? Там есть объяснение в 3-м абзаце. Ну вот вы нам объясните. Эта фраза, на самом деле, не наша, это цитата немецкого драматурга Бертольда Брехта. Он сказал «традиции, предательство». Что значит, смысл раскрывается так, что, сохраняя традиции, мы предаем память наших предков, потому что они старались развивать музыку, то есть они, да, в этом направлении работали. А мы, если берем и не развиваем ее дальше, то мы, получается, предаем саму идею, понимаете? И мы просто берем и пытаемся ее развить. Поэтому традиции для нас — это предательство. Ну, в хорошем смысле, не в том, что у нас есть аутентичная программа, мы очень любим ее играть вот строго, как нужно. Но вот это наше У нас есть творчество. вопрос, который пришел на WhatsApp. Добрый день, Сколько каналов здравствуйте. связи у вас? У нас очень много. На сайте еще можно посмотреть ВКонтакте. Телеграм. Но мы есть везде. Хорошо. Ребят, вот вопрос. Добрый день. Айдара мы его знали. Он раньше работал с детьми. А вот про остальных мы не знаем. Пожалуйста, расскажите о себе. Так, Ислам или кто? Откуда? Да. Ислам, откуда ты? Мен сығышымын башқұртса Ай-яй-яй. сығышымын хайбулла районынан Ай-яй. шул гимназия оқыдым Рәми Гарипов есімдегі Ай-яй. шунан хәзер инде Москвада оқып 3-нче курста геологка мына параллельно шул курада уйнайм. Ай-яй. Радмир, вы откуда родом? Я всем говорю, что я родом из Аургазинского района, потому что у меня оттуда родители, и папа, и мама. Но я родился в Нижневартовске, это в Ханты-Мансийском То есть округе. вы северянин? Нет, я с Аургазинского района. Я приехал сюда в Салават, учился здесь, в музыкальном колледже, и поэтому родину считаю Башкортостан. Радмир. Я Радмир, Радмир, только да. что был. Ришат. Да. Я сам с Крымско-Калинского района. Учился в гимназии музыкальной имени Гази Зальмухаметова. Затем в Москве институт военных дирижеров. Сейчас вот я... Вы еще... Да, я военный дирижер и... Еще какой? Сейчас. Военный дирижер. У него свой оркестр, и причем очень хороший. А вот, Саша, вы откуда родом? А я родом из Иркутской области. То есть вы вообще отношения к Башкортостану не имеете? Ну, Очень плотно имеет. Сейчас имею. Очень, да. Последние 3 года. Елена, мы знаем, что вы родом из Удмуртии, да? И вот Именно как получилось, что вы изучаете башкирский язык? Да, на самом деле история очень интересная. Я родилась в городе Глазове, Удмуртская республика, училась в Москве в академии имени Маймонида на кафедре эстрадно-джазового вокала. И в 2012 году повстречала Радмира, он мой муж по совместительству этой группы. И в 2015 году он предложил мне попробовать спеть на башкирском. И впоследствии меня так втянуло. Это музыка, это культура, эти ребята, что я стала солисткой проекта и теперь изучаю язык, изучаю культуру. И с каждым днем мне все интереснее. А вы на башкирской какие слова знаете? Я думаю, нам не хватит 40 минут. Келели яндарыма, косаклайым.
основные, знаете. Вот вы участвуете. Да, тут очень точно подбирается выражение. Вы участвуете в разных фестивалях, в разных странах и представляете Россию. Вот недавно были Нет, мы представляем Башкортостан. Башкортостан, да. Но вот в Нидерландах вы представляли Россию, да? Да, в Нидерландах мы представляли Россию. Это был крупный европейский престижный конкурс, на котором участвовало 14 стран. И, так скажем, если можно так сказать, фишка этого конкурса в том, что исполнялись на том языке, на котором ты хочешь. Ну, точнее сказать, на региональном. Поэтому мы, как бы, представляя Россию, мы представляли региональный язык, башкирский. Вот, и участвовали в этом конкурсе. Это было в Нидерландах, в городе Леуарден, который является культурной столицей Европы 2018 года. Также по просторам интернета гуляют видео, где вы выступаете в городе Херде, около реки Эйсен, Конечно, около на самом деле, башкирским воинам. это, наверное, самая главная причина, почему мы еще тоже туда поехали. Потому что именно посетить этот памятник мы промониторили перед поездкой, мы все это изучили, и оказалось, что... Что-то такое на фоне. А, Это вот видео. показывают Да, как раз. это Я думаю, откуда звук? Вроде Лена, наверное, не поет. Вот. И мы приехали туда, да, мы узнали, что там башкирские воины на конях, они были, вот это была такая нидерландская компания, и благодаря им во многом при форсировании реки, то есть это нам местные историки рассказали, что там вот река у них течет по Нидерландам, да, и вот это единственное место, вот где город Херде, где течение позволяет форсировать реку, и это место форсировали башкирские воины, и они с того момента начали освобождать от французских захватчиков Нидерландов и поспособствовали тому, что вернулась в Нидерланду оранжевая династия, которая правит до сих пор. И у них конституция, мы даже у местных спрашивали, реально она у них с 1813 года. То есть для них это очень значимо, и монумент очень серьезный. Вот. А тяжело ли было воплотить эту идею в жизнь? Кто-то вам помогал? Ну, разумеется, что очень приятно было, очень приятно, действительно, что вообще весь этот проект и с международным конкурсом, да, такого хорошего позиционирования республики, имиджа республики, и с посещением памятника нас в этом поучаствовали, да, и как бы вместе с нами депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Юмашева Инга Альбертовна и герой России, председатель общественной организации «Я патриот» Ихсанов Рафик Рашитович, ну, также руководитель Зарипов. Ну, это действительно очень приятно, что люди, они действительно это понимают, и вот они такие же, как мы, можно сказать. Мы просто сделали вместе такой классный проект, и видео которого вы можете видеть, и скоро вы увидите еще более полное видео, потому что с нами был профессиональный клипмейкер, который это все еще очень красиво снял. Мы, если вы захотите, мы вам предоставим эти видео. Ждем. Biz Turay Firdevshev һәм бүген бездә кунакта Мәскәү вәкилләре заман төркем йырчылары һәм башкаручылар. Әгәр аларга һорауларыгыз бар икән, әлбәттә шалтыратыгыз. Шулай ук WhatsApp калайда мөмкинлеге бар. Телефоннарда һәм WhatsApp хандарны экраннарда күрәгез. Айдар, менә сез узак еллар бында эшләдегез, работали в Уфе, потом переехали в Москву. Теперь выступаете как московский эстрадный певец. Как вам уфимская публика со стороны теперь? Но в любом случае мы же приезжаем домой. Ну, редко же приезжаете, или нет? С выступлениями. Мы сколько раз мы вообще? Сколько раз? Например, я... Ну, раз в 2 года. Нет, мы можем посчитать, если вы хотите. Давайте посчитаем. Давайте посчитаем. Первый раз это был гала-концерт конкурса «Уралмон». Мы приезжали в На гала-концерт. 2014. Да, мы выступали как гости перед Конгресс-холлом. Это был первый раз. Потом мы приехали на отборочный Тюрквижн. Потом мы приехали на открытие ГЗКЗ «Башкортостан». 3 раза. Это 3-й раз был. Да, мы играли с оркестром. Не третий пойдет. Что сделать? Я разгибаю. Наоборот. Я наоборот делаю. Да, затем у нас была презентация, спасибо, была презентация клипа «В огнях Уфы». Мы снимали клип. Раз 5. Раз 5, наверное. 4-й, нет. Потом мы еще приезжали на «Сердце Евразии» в прошлом году. Потом мы приезжали еще на ИИН башкирской молодежи. И мы еще приезжали, еще точно раза 2 точно приезжали. Вот вы сейчас тоже приехали Мы на сейчас тоже фестиваль приехали, «Сердце да. Евразии». «Сердце Евразии» Когда- и на конкурс. Вот результат Да. вчерашнего конкурса. Мы заняли вам первое дали место. Первое место. Да. Лауреат первой степени. Обидно?
Нам? Вы что? Нам очень приятно. Это награда. А почему нам должно? Почему такой вопрос? Не знаю. Вам было бы обидно, если бы вы заняли первое место ведущих? Нет. Ну вот и нам не обидно. Никогда не видно. Все-таки же как-то охота гран-при получить. Вы знаете, это было бы не совсем по-башкирски, если бы мы... Давайте мы послушаем звонок нашего зрителя, потом продолжим разговор. Но это очень важный момент. Да, доброе утро. Давайте вернемся к нему. Да. Алло, Хаумахагат. Менің исемім Рәфилә була. Ай, е. Бәлки Радмир сразу аңлагандыр кем икәнемде. Мен Рәфилә, аның үз туган апаһы. Радмирның иҗадына куанам. Уга киләсәктә иң изге теләкләремне yetkерәм. Кичә әлбәттә Урал моңына бара алмадым. Аларның выступлениеһен күрә алмадым. Но шулай булса да, мен уйлыйм инде иң һәйбәт матур выступлениеларның берсе булгандыр дип уйлыйм. Һеҙҙең хәйерле иртә карап торабыз. Аллаға шөкөр матур теле тапшырыу. Сезгә лә киләсәктә һаулык, оҙон ғүмер. Радмирға уңыштар киләсәктә матур дип шулай артабанда бөтә илдәр буйлап үзе безнең башҡорт халҡының матур ижадын, матур йырҙарын һоҡландырып күрһәтеп йөрөһөн. Иң изге теләктәр. Молодец. Рахмет. Афарин. Келинегеҙгә лә бер йылы һүҙәйтәгеҙ һәйбәт булыр ине. Рахмет, Доротей. Вот видите, ваши родственники прям вас нашли через Сколько вообще прям эмоций я испытал сейчас. Вот мне вопрос... Это же приятно. Да, Это очень приятно. Вот у меня вопрос Саше. Саша, вот до этого, пока вы не встретили вот ваших единомышленников, у вас вообще было понятие о культуре Башкортостана, о музыке башкир? Нет, вообще нет. Вы знали такое? Я знал, да, что есть такой регион, естественно, как бы, но я никак не соприкасался. И познания на этом заканчивались? Да. Я знал, что есть Башкортостан, есть Уфа, есть такой народ, но не более. Вот, но потом, когда познакомились, я уже, да, узнал побольше. Теперь вы уже наполовину башкир. А чем понравилась башкирская культура? Ну, красивый язык, хотя я знаю там, может быть, пару слов пока. Потом. Вот. Ну, очень хорошие люди, приятные. И вот мы поэтому сразу как-то подружились. Вот. Я могу рассказать, хотите, как он появился у нас? Давайте. Наш предыдущий барабанщик уехал на гастроли, и нам нужно было срочно лететь, ну не срочно, планово, грубо говоря, лететь в Италию. И барабанщик просто резко уехал. И нам нужен был барабанщик. Я прихожу такой, говорю: Леня, слушай, нужен барабанщик. И как раз была в гостях ее подруга Оксана. И она говорит: у нас есть друг замечательный, он там супер барабанщик, там закончил Гнесинку, там очень круто играет, вообще там таких в Москве очень мало. Я говорю: Оксана, мне это не важно, понимаешь? Мне с этим человеком ехать в Италию. Мне нужно, чтобы он был просто вот таким. Она говорит: слушай, когда мы делали ремонт в квартире с мужем, он единственный, кто пришел нам помочь. Я говорю: давай его телефон. Все, через 15 минут у меня был уже его загранпаспорт. Ришат, Вот такая история, и вот так вот он остался у нас. Ришат, вот вам вопрос. Ришат, вы военный дирижер. Служили ли вы в армии или нет? Это очень странный вопрос, потому что я сейчас являюсь действующим дирижером Оренбургского гарнизона. Я офицер в звании лейтенант и занимаюсь музыкой, естественно, потому что когда учился в Москве, я вот с ребятами познакомился и занимался вместе с ними, играл. И вот так вышло, что соприкосновения пришли к тому, что и здесь я с ребятами выступал тоже. Да, он очень скромный человек. Это вот самое скромное описание Ришата, которое можно слышать просто. Помимо того, что он военный, ну, неплохой военный, да, он еще просто мультиинструменталист и супер талантливый человек. И на самом деле это находка для Оренбурга. Мне кажется, сейчас там культурный уровень просто вскакнул. Зашкалит, да, если он там останется. Там уже гудит все. Вот, это очень такой человек, ну, вы сейчас можете дальше слушать. Вы уже, наверное, услышали, да, по его саксофону. Да. Отличная музыка. А вот я хотела про инструмент, на котором играет Саша, спросить. Это же не башкирское, да? Это что это такое? Это джембо африканский. Это африканский. Ну, что нашли, то принесли. Извините. Мына Рөстәм, Ислам, һеҙгә һорау бына килгән WhatsApp-тан. Мәскәүдә ҡаласаҡһығыҙмы, әллә кире Хәйбуллаға ҡайтаһығыҙмы? Әллә бұл һорауға пока үҙем яуабын белмәйем. Былай киләсәктә инде Башҡортостанға әлбиттә ҡайтҡым килә инде. Төркөмдө ташлап китәһеңме? Юҡ, ну бер яҡтан Мәскәүҙә лә ҡалғы килә. Икенсе яҡтан Башҡортостандан
Башкортстанга керек бул эле. Хагынаһың Башкортостанда? Әлбиттә гына бәй, кайткы эле менә. Уфаны агындырда. Иңгәшедер әле. Как ты к ним обращаешься? Неме тип әйтәң? Апай тиһең, агай тиһең, яки У нас Исемләп. А мына репертуарды, йырдарды нисек хәләгат? Как вы репертуар выбираете? Песни? Лен, давай. как нравится. Давайте спросим о Да, специалисте. Репертуар у нас разнообразный. Мы исполняем народные башкирские песни в аранжировках, исполняем авторские песни. Даже есть у нас парочка песен на русском языке. Вот он, наш композитор Айдар Хамзин. Собственно, его аранжировки вы слышите сегодня и вообще на наших концертах и выступлениях. Также я видела, у вас есть Мышапы. Мэшэп. Да, Да, мышапы. Ну, это вот иностранцы так называют. В общем, это Мышапы когда... слово смешивать, Да, там соединять. башкирский, английский, понятно. русский. Я подумал, вот что вы слушала мишку с вчера. собой выносите. Нет, мишки нет, есть мышап. Мы, Мы можем спеть, да? да, мы решили... Давайте мы сейчас напомним зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Бит турай эфирдә эшләйбез һәм бүген бездә кунакта Мәскәү вәкилләре заманы төркеме, улар заманса башкорт мәдәниятен халыкара кимәлдә күрсәтә, әгәр дә уларга һорауларыгыз бар икән, шылтыратыгыз яисә WhatsApp-ка ядыгыз. Вот еще бір вопрос. Шылтырату бар тидер. Әйдә, тәүдә шылтыратуды кабул итәйек. Һаумыгыз хәерле иртә, тыңлайбыз һәдә. Алло. Әйе, һез эфирда. Тыңлайбыз. Мин ничек телефонга әйтергә тиешме? Әйе, әйтегез, әйдә, тыңлайбыз, ишетәбез. Алло. Тыңлайбыз һезне, һөйләгез, апай. Исәнмесез? Менә мин сезнең передачаларыгызны һәрвакытны карап барам. Мин укытучы кеше, рус телен укыдым, укыттым гелгенә, 48 лет проработала учителем русского языка. Уфимка, родом из Кигинского района. Рейса Абдулхаевна была мен. Очень люблю ваши передачи. Урысчага төгнеттеменде күчтем. Менә әле карап утырам, заман төркемен, недә Мәскәүдән. Все нравится. Ребята адекватныйлар, кызлар, егетләр. Башкорт группасы булгач, башкорт музыкасын уйнагач, мне кажется, меңәргә нинди очень хочу, чтобы они говорили на башкирском языке. Вы уж извините, перешла опять на русский язык. Это мой Рейса Булхан, да, это логично. Исән булыгыз, уңышлыклар телим, тазалык и аларга еще раз уңышлыклар телим. Очень адекватные ребята. Они обязаны знать башкирский язык. Рәхмәт, зур итеп. Рейса Абдулхаевна. Рейса Абдулхаевна. Мы поняли. Обещаем, Да. Мы поняли. язык обязательно. Саш, вам вопрос, вы обещаете? Әлбәттә, кызлар, егетләр, уларның бөтәһе башкортча аңлай, башкортча һөйләшәләр дә, тик бына уларга әлегә Кыенрак әдрәк әйсен кисеп яшәйдер. Айдар, һезгә килгән һорауды баяннан бирле укый алмай ултырам. Айдар, һуңгы вакыттагы иң уңышлы проектларыгызды нимә дип атай аласыз? Самый Ну, большой. я думаю, он перед вашими глазами. Потому что, как бы раньше, когда я работал один, но это все-таки сложно, потому что, ну, допустим, в Башкортостане не развита такая тема, как отдельно артист, отдельно пиар-агент, отдельно еще какие-то пиары и так далее. То есть это целая цепочка действий. А здесь мы команда, мы можем в пользу друг друга заниматься конкретными делами. Вот, и поэтому я считаю, что командная работа, она всегда приводит к успеху. И на сегодняшний день Заман, я считаю, самым успешным делом в своей жизни. Круто, слушай, сказал. Очень приятно нам. Главное, чтобы этим делом было приятно еще и заниматься. Да, это главное. Нужно любить свою работу. Ребят, вот вопрос. Вообще, как вы встретились? Как вы нашли друг друга? Не на улице же. Ну, Москва большой город. Сложно встретить 12 музыкантов сразу из Башкортостана, да. Вот наш основополагатель. Ну, я их высматривал, понимаете. Я высматривал их целых, наверное, года 4. 12 человек, я их высматривал во всех учебных заведениях и вел такую себе, у меня была такая карточка, куда я их записывал. Прямо список Ну, не Шиллера, нет, это не то немножко. Я только с благих намерений. Мне нужны были хорошие музыканты из Башкортостана. Это было два принципиальных момента.
и все. И вот они нашлись только к 2013 году. 12 человек. 12 человек почему? Потому что я понимал, что останется 6. Вот и все. И через 1,5 года, наверное, нас осталось 6. Ребята, вы реально адекватные, крутые ребята. Спасибо, вы тоже. Я вас обожаю. Давайте напомним нашим телезрителям в Уфе, где и когда можно будет посмотреть ваше выступление. Во сколько? Сегодня мы выступаем в рамках Курай-феста с национальным оркестром народных инструментов. Под руководством Ленардо Ленардо Бельбаева, Бельбаева. дирижера, просто, на мой взгляд, самого... Бога, да? Ну, я не знаю, я, может быть, немного дирижеров знаю, но то, что я услышал вчера на репетиции и позавчера на репетиции, меня очень вдохновило. Потому что... Мы обязательно придем на концерт, ребята. У нас просто... Почему мы вас переживаем? Мы Да-да-да. хотим, чтобы вы подарили нашим зрителям еще одну песенку. Хорошо? Договорились? Мы можем 2 песенки подарить. Если успеем, У да. нас, к сожалению, время ограничено, да. потому что уже Да, программа прямой эфир потом заканчивается. можно. Да. Хорошо, Ислам булды бүгін бізде қонақта. Радмир булды, Елена, Айдар, Ришат һәм Саша Попов. Шулай да. Заман этнотөркем Һеҙгә мақалына. ҙур рәхмәт һәм һеҙҙән беҙ музыкаль бүләк көтәбеҙ. Рәхмәт. Беҙҙең хәйерле иртә республика программаһы әлбиттә бүгенге эшен тамамлай һәм хөрмәтле тамашачылар, Заман төркеменең был ере һеҙгә байрам бүләге булһын, һау булығыҙ. Can